В эфире Якутия-24. Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Трагедия на трассе Вилюй. 3 человека погибли, еще 5 пострадали в результате лобового столкновения. Сдать к сроку. Сегодня руководитель региона проинспектировал ход работ на столичных дорогах. 400 человек и 16 единиц техники. Огнеборцы Якутии по-прежнему продолжают бороться с лесными пожарами. В каких районах наиболее сложная ситуация? Повысить доступность финансовых услуг. Руководство Якутии и Центробанка страны обсудили ряд ключевых вопросов. От пары многоквартирных домов до сотни строений. В Заречном жильцы частного сектора отпраздновали 30-летие. Быть или не быть? Почему жители Якутии стали собирать подписи против циркового шоу от итальянской династии? Три человека погибли, еще 5 пострадали в ДТП на трассе Вилюй. Происшествие произошло сегодня в 45 километрах от села Бердигистях горного района. По предварительным данным, микроавтобус, который вез пассажиров из Якутска в Вилюйск, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком. В этот момент в салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров. Все пострадавшие доставлены в местную центральную районную больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести. Все они находятся в стационаре под наблюдением медиков. К другим темам. Строительство дорог в Якутске в целом идет по графику. Сегодня руководитель региона проинспектировал ход работ на столичных дорогах. Начал с самого проблемного участка. Здесь работы даже не начинались. Подробности в сюжете Анастасии Кобозевой. Первая остановка и сразу проблема. Масштабная реконструкция улиц Сивцева, Саурона, Малона в 203 микрорайоне и Ларионова в 202, мягко говоря, затянулась. Работы даже не начались, хотя подрядчик Сахатрансстрой уверяет, что все сделают к сроку. Теперь эти объекты будут на особом контроле. Ежедневный, ежечасный контроль был со стороны и города, со стороны общественных контролеров, со стороны республиканских наших министерств, ведомств установлен. Мы все одна большая команда, и вот одной командой должны отработать, чтобы все работы были выполнены четко, строго в срок и с высоким качеством. А некоторые дороги, наоборот, строят с опережением графика. Например, в микрорайоне Марха. Там идет капитальный ремонт участка от улицы Заводская до Мелиораторов. В общем, в этом году в столице региона улучшат 25 километров дороги. Потратят на эти цели 1,5 миллиарда рублей. В рамках действия программы на 6 лет мы сохраним финансирование в объеме 1,5 миллиарда. Ежегодно на город будут направляться такие средства. Это за такой период, который я обозначил, за 6-летний, 9 миллиардов рублей будет направлено на дороги города Якутска. Строительство дорог в столице решит еще одну большую проблему. Пыли в Якутске должно стать значительно меньше. Почва на территории города Якутска изначально, это дно, это бывшее дно, поэтому здесь она мелкодисперсионная, имеет свою специфику. Поэтому и это есть, и, конечно, озеленение, надо решать что-то с озеленением, и чтобы не было неасфальтированных дорог, все станет легче. В этом году в Якутске отремонтируют и построят 20 улиц и еще 3 мостовых перехода. Деньги выделяют огромные. Вся надежда на добросовестность и надежность подрядчиков. А качество дорог жители столицы оценят уже этой осенью. Анастасия Кобозева, Георгий Григорьев, Якутск. Работы по строительству дороги на 203-м микрорайоне еще не начинались, а вот застройщики напугали жителей района кардинальными действиями. Сегодня очевидцы опубликовали в соцсетях фото с обрушившимся асфальтом прямо перед строящимся домом. Фотографии вызвали едва ли не панический ужас у жителей микрорайона. Грозит ли обрушение новостройкам? В ситуации разбиралась Саргалана Федорова. Вместо проезжей части перед домом зияет огромная дыра глубиной более 3 метров. Но это не критично, успокоили жителей застройщики. Они сами выкопали яму в рамках плановых ремонтных работ. Работы по монтажу канализационного коллектора проводились в зимнее время. Из-за этого и вышла казусная ситуация. Весной оттаяли грунты, поэтому подрядчики приняли решение все раскопать и заново их уплотнить, восстановив таким образом проезжую часть. Дом на сегодня не введен в эксплуатацию. И этот частный случай не показывает в целом ситуацию по 203 микрорайону. На сегодня у нас отделом мерзлотного контроля ведется мониторинг
состояние грунтов и оснований. И на сегодня оснований для беспокойства нет. Сейчас на месте ведутся работы по устройству наружной канализации, выемка грунта. Ранее работу выполнили механизированным способом, а теперь делают вручную. Также приведем в соответствие до проектных отметок наружной канализации и произведем обратную засыпку с послойным уплотнением грунта. Также до 22 июля 2019 года восстановим дорожное полотно. Кроме того, в строящемся доме протекли стены подвальных помещений. На сегодня гидроизоляцию восстановили, и в ближайшее время все стены в полном объеме будут приведены в порядок. То есть причины выявлены, на сегодня все устранены. То есть такие моменты как раз таки выявляются в ходе строительства. Да? У нас инспектора ходят, выявляют, устраняют. Это нормальный рабочий процесс. Проблемы, которые могут возникнуть при монтаже канализации, были известны здесь еще весной. Сейчас Стройжилнадзор принимает соответствующие меры. Застройщикам выдадут предписания со сроками. Дом планируют сдать уже в начале сентября текущего года. Саргалана Федорова, Илья Сырометников, Якутск. Тем временем огнеборцы Якутии по-прежнему продолжают вести работу по тушению лесных пожаров. Всего их в республике сейчас 8 действующих на территориях Верхоянского, Горного, Нюрбинского, Сунтарского и Хангаласского районов. В тушении задействовано около 400 человек и 16 единиц техники. Предварительная причина возгорания – сухие грозы. Один пожар в Верхоянском районе возник по причине перехода огня на лесной фонд земель иных категорий. В районе на этих землях приняты меры по тушению 8 природных пожаров на общей площади 221 тысяча гектаров. Кроме того, сложная ситуация в минувшие выходные наблюдалась в поселке Сангар Кобяйского района. На расстоянии более километра от населенного пункта был зарегистрирован пожар лесного фонда, для ликвидации которого была задействована мобилизационная группа в составе 23 человек. Возгорание произошло из-за подземного пожара законсервированной шахты Сангарская. По сообщению МЧС, огонь возник от грозовых разрядов, а не от тления угольной шахты, как предполагали жители поселка. Как сообщают в соцсетях, пожар успел охватить лес, свалку и старое кладбище недалеко от Сангара. Сейчас пожар локализован, однако угроза дальнейшего сгорания по-прежнему сохраняется. Между тем, в эти дни спасатели на реке Индигирка проводят заключительные мероприятия месячника безопасности на водных объектах. Он стартовал в Эмиконском районе еще 15 июня. Как показывает практика, такого рода мероприятия приносят свои плоды. Объединив свои силы, представители различных служб района не допустили правонарушений в области охраны природы, обеспечили соблюдение правопорядка в общественных местах и вели работу по предотвращению пожаров в пожароопасный период. Сотрудниками ГИМС совместно с транспортной полицией в рамках проводимого месячника безопасности были проверены маломерные суда с целью выявления нарушений при эксплуатации маломерных судов, наличие судоводительских документов, а также выявление правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, драгметаллов и наркотических средств. И несмотря на то, что в жаркую погоду многие горожане спешат на пляж, не все места отдыха у воды при этом соответствуют установленным нормам и правилам. Где жители Якутска могут отдохнуть без риска для жизни и здоровья, узнавал наш корреспондент Денис Тишин. На городском пляже в 202-м микрорайоне Якутска полный аншлаг. И это неудивительно, ведь сюда проще всего добраться. Пляж находится практически в центре города. Непритязательный отдых вполне устраивает утомленных жарой горожан. Отлично, вода теплая, дети довольны. Ну и вроде бы более-менее чисто в этом году. Не имением лучшего, что поделать. В 203-м пьют, люди курят. А так все хорошо, мусор только. А это уже протока в районе Даркылах. Сюда не ходят автобусы, и добраться до пляжа можно только на машине. Впрочем, отдаленность этого места с лихвой компенсирует живописные виды, пологие спуски, а также чистая и теплая вода. Пляж на Даркылахе – еще одно популярное место отдыха у жителей Якутска. Вода и песок здесь соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам. Но есть одно «но». Пляж имеет статус неофициального. А все из-за того, что здесь нет спасателей и не обследовано дно. Несмотря на небезопасность, многие горожане предпочитают Даркылах городскому пляжу в 202-м микрорайоне. Счет того, что я с ребенком, мелкая вода, идеально ничего я не видел. То есть у нас городской пляж немногим лучше. По крайней мере, для каких-то там тактильных ощущений то же самое абсолютно. Нормально, мне понравилось. Песок,
мелко. Деткам можно поплавать на берегу безопасно. Ну, в принципе, хорошо, только если бы люди за собой мусор бы убирали, не оставляли бы, было бы вообще прекрасно. Республиканским управлением Роспотребнадзора ежедневно проводится лабораторный мониторинг за состоянием воды как городского пляжа, так и других водоемов. Озеро Сергеля, Хатын-Юрях, речки Шестаковки, реки Лена, в районе Зеленого Луга, Захаровки и Петуховки. Отбор проб воды осуществляется еженедельно с 11 мониторинговых точек. На пляже города Якутска и других местах массового отдыха населения ведется мониторинг за качеством воды рекреационных водоемов перед началом и в течение всего купального сезона. Исследовано на сегодня всего 76 проб воды из открытых водоемов. Кроме воды отобрано и исследовано 11 проб песка. Все пробы воды и песка, взятые на анализ, соответствуют санитарным правилам и нормам. Однако официальным безопасным местом купания населения на территории города Якутска по-прежнему остается городской пляж в 202-м микрорайоне. Денис Тишин, Григорий Николаев и Георгий Григорьев. Якутск. Дополнительный день для отдыха может появиться в календаре россиян. Речь идет о выходном дне один раз в год для прохождения диспансеризации. Сейчас работодатели обязаны предоставлять жителям страны предпенсионного и пенсионного возраста 2 выходных для прохождения ежегодной диспансеризации. Теперь один день на ее прохождение предлагается отводить и сотрудникам в возрасте до 40 лет. Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019-2020 годах. Сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее на телеканале Якутия-24. Повысить доступность финансовых услуг. Руководство Якутии и Центробанка страны обсудили ряд ключевых вопросов. От пары многоквартирных домов до сотни строений в Заречном жильцы частного сектора отпраздновали 30-летие. Быть или не быть? Почему жители Якутии стали собирать подписи против циркового шоу от итальянской династии? В эфире Якутия-24, и мы продолжаем. Инвестиции территории опережающего развития в Якутии достигли 25 миллиардов 800 миллионов рублей. Всего в регионе на 2 таких территориях, а именно Кангалас и Южная Якутия, действуют 29 резидентов с проектами на сумму более 112 миллиардов рублей. К слову, в Нерингринском районе ТОР Южная Якутия занимается добычей и переработкой коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. А в индустриальном парке на территории монопрофильного поселка Кангаласы создают промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства. Реализацию соглашения между Якутией и Центральным банком страны обсудили руководитель региона Айсан Николаев и начальник Дальневосточного главного управления Центробанка России Сергей Белов. В ходе беседы речь шла о повышении доступности финансовых услуг в Якутии. А это учитывая огромную территорию, большое количество труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, для республики вопрос один из важнейших, сказал Айсан Николаев и добавил, что сторонами налажено конструктивное взаимодействие, сейчас необходимо проработать дальнейшие шаги. Повышение МРОТ коснется 4 миллионов россиян. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума за 2-й квартал этого года и вынесет его на общественное обсуждение. Как известно, МРОТ должен равняться прожиточному минимуму. Индексируется он раз в год с 1 января до размера прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года. Согласно документу Минтруда, минимальную зарплату в 2020-м в стране могут повысить почти на 850 рублей до 12 130 рублей. В этом же году размер МРОТ составляет 11 280 рублей и по сравнению с прошлым вырос на 117 рублей. Повысят и выплаты на детей семьям с невысоким доходом. Речь идет о пособиях на 1-го и 2-го ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. С 1 января следующего года они будут равняться прожиточному минимуму в регионе. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, такие выплаты будут ежемесячно составлять около 10 тысяч рублей на одного ребенка. Эксперимент по маркировке молочных продуктов стартовал сегодня в России. Вплоть до 29 февраля 2020 года будет опробован механизм защиты рынка молочной продукции от нелегального оборота и подделок.
Экспериментальная маркировка появится на упаковке молока, йогурта, кефира, сливочного масла, мороженого, сыров и творога. Система идентификации позволяет отследить товар на каждом этапе его движения от производителя к продавцам. Коды на товар наносят сами производители, получая их по заявке от оператора информационной системы маркировки. По итогам эксперимента правительство страны примет решение, насколько эффективен этот механизм и целесообразно ли вводить обязательную маркировку. Нерингринцы все чаще стали обращаться в полицию с заявлениями о дистанционном мошенничестве. С увеличением объема проведения в интернете различных сделок и покупок растет и количество обманутых людей. Как быть и что делать для того, чтобы обезопасить себя, расскажет Анастасия Литвиненко. В текущем году на территории Нерингринского района наблюдается рост дистанционных мошенничеств. Так, за 6 месяцев 2019 года возбуждено 66 уголовных дел. За аналогичный период 2018 года возбуждено 32 уголовных дела. Наибольшее количество потерпевших составляют граждане в возрасте от 18 до 40 лет. Это составляет 70%. Граждане от 40 до 60 лет 17% и люди пожилого возраста 13%. В основном все потерпевшие – это граждане, осуществляющие трудовую деятельность. Один из наиболее распространенных способов – звонок лжесотрудника банка. Мошенники чаще всего говорят о попытке списания денег, просят продиктовать номер карты и код безопасности, расположенный с обратной стороны. Необходимо помнить, что сотрудники банка не имеют права требовать данную информацию по телефону. С подобной проблемой столкнулся 52-летний житель города Нерингри. Лжесотрудник банка сказал, что необходимо назвать данные карты, в том числе и код безопасности, расположенный на оборотной стороне карты, чтобы якобы предотвратить списание денежных средств. Потерпевший назвал все необходимые данные, в результате чего с его счета были списаны более 150 тысяч рублей. Чтобы обезопасить себя и не попадаться на уловки мошенников, следует придерживаться нескольких простых правил. Ни при каких обстоятельствах не сообщать третьим лицам свои паспортные данные, номера принадлежащих банковских карт и счетов, любые пароли, пин-коды и иные персональные данные. Желательно пользоваться только проверенными сайтами и не производить предоплат в случае совершения покупок. Анастасия Литвиненко, Захар Головин, Нерингри. От пары многоквартирных домов до сотни строений жильцы частного сектора отпраздновали 30-летие со дня проживания в Заречном. Застройка продолжается и сегодня. Как создавался микрорайон, что сделано за последние годы и какие еще изменения ждут поселок, узнавала Мария Урцева. Поселок Лопуховка, так в народе называли эту часть города, в честь руководителя Батуобинской экспедиции, который начал строить здесь дома. Чуть позже городские власти придумали ему другое название – микрорайон Заречный. Кстати, дома, построенные здесь, можно назвать первым корпоративным жильем в Мирном. К концу 80-х прошлого века население Мирного увеличилось почти в 4 раза. Согласно статистике этих лет, в 59-м больше 5,5 тысяч, а через 40 лет уже около 39. В те годы город разрастается, появляются новые 4-5-9-этажные дома. Со временем в алмазной столице становится все меньше места для строительства жилых объектов. Так началась история микрорайона Заречный. В 1984 году мы заселились в этот дом, вот Соболева 9, тогда была Солнечная улица. Здесь не было вообще ничего, ни гаражей, просто тут один был лес, просто. Красота была неимоверная. Вот. Была Лопуховка, да, ну потому что Лопухов вот это немецкий вот. Ну и тут же Велюйгестрой это было, вот эти вот, которые с подушек дома, Велюйгестрой. Садик начал в 86 году строиться. Ну, наконец-то хоть сдали. Первые дома здесь строили работники Батуобинской экспедиции Велюйгестрой. Даже по названиям улиц можно понять, что это детище геологов. Амакинская, Куницына, Соболева – это первые улицы поселка. Чтобы они из ветхого жилья, конечно, там они где-то кто-то в общаге проживал, кто-то где-то вот, ну, там, в каком-то вагончике или что. Нам дали квартиру, что отец ветеран войны, через 9 лет только квартиру льготную, ну, по льготу получили, потому что в Батуобинке работал. Вот здесь только батуобинские все, они сами квартиры для себя этот дом строили. Руководство Мирнинского комбината тоже решило строить жилье для своих работников, только с другой стороны поселка. И не многоквартирные дома, а частные благоустроенные коттеджи. Мы здесь проживаем с 1989 года, когда Мирнинский ГОК решили построить для своих работников 11 коттеджей. И вот мы первые, кто заселились вот в эти коттеджи. Мы сначала, потом все больше стали давать участки в частный сектор. Сейчас уже полностью застроена наша улица Кузьмина, Восточная, Заречная, до конца, до самых дач. Раньше здесь ничего уже не было.
Недавно жильцы частного сектора отметили 30-летие своего микрорайона. За эти годы коттеджи для служебного жилья стали частной собственностью и перешли на обслуживание к муниципальным властям. Заречному в последнее время уделяется достаточно внимания в части благоустройства территории. Были заасфальтированы улицы вокруг деревянного сектора. В прошлом году мы сделали ремонт грунтовой дороги в частном секторе. Улица Бабкова, улица Заречная, улица Восточная. Производятся работы по своду леса, развитию территории ИЖС. Помимо этого разработали проект по строительству тротуара от улицы Амосова до микрорайона Заречный. На это городские власти заложили 90 миллионов рублей. Работу разбили на 3 этапа. Также заасфальтируют улицы в поселке после газификации. Под это уже разработан проект. Однако подрядчик пока не найден. Мария Урцева, Антон Каханский, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». А в Ленске центральная площадь приобрела новый красочный вид, в чем и убедились местные жители на праздновании Дня города. Объект открыли после реконструкции. Одним из многих событий в этот день стало торжественное открытие памятника Ленина. Напомним, что он был перенесен вглубь площади с прежнего места. Такое решение приняли сами ленчане, проголосовав в ходе реализации программы «Комфортная среда». В прошлом году подготовили бетонную подготовку под стадион. Бетон толщиной 12 сантиметров, и по освещению выставили столбы электричества. А светильники уже в пути пока. И в этом году сделали покрытие стадиона, футбольное поле. Готово уже. Сейчас бесшовное покрытие из резиновой крошки. Для уроков, для внеклассной работы по физкультуре, для проведения каких-то очень интересных спортивных праздников и соревнований. Надо сказать, что здесь финансовое вложение компании «Тасуряхнефть и газдобыча» совместно с муниципальным образованием Ленский район. Поэтому мы бесконечно благодарны этой компании за оказанную спонсорскую помощь. В Алдане почетным знаком долгожителя Якутии наградили Ольгу Стрикову. Она стала 3-м жителем района, который отметил вековой юбилей. С долгожительницей познакомились и наши алданские коллеги. Всю сознательную жизнь Ольга Стрикова прожила в Алдане. Сколько себя помнит, без дела не сидела. Вот и рецепт долголетия у Ольги Алексеевны, как и у многих долгожителей, один. Вот чтоб секрет долголетия. Работать ушерся. Все будет по работе, все будет хорошо, будет здоровье, будет и время погулять, и поплясать, и попеть. 13 июля в 100-й раз Ольга Алексеевна отметила свой день рождения. Он прошел в торжественной обстановке в администрации района. Приветственный адрес от президента страны, почетный знак долгожителей Якутии, цветы и подарки, а главное внимание, которого так не хватает пожилым людям. Ольга Алексеевна у нас находится на соцобслуживании уже 10 лет. Как будто было 90 лет исполнилось, мы взяли на соцобслуживание. Она у нас является ветераном тыла. Она такая активная, у нее жизненная позиция. Мы ей желаем здоровья, счастья, и удачи. Что еще можно пожелать? Еще лет 100 и прожить. На долю ветерана тыла выпало немало. За свой век Ольга Алексеевна насмотрелась всякого. Да и жизнь сладкой никогда не была. Но и в ней находились радости. Почти каждый раз, когда я прихожу к ней, мы все время говорим, она вспоминает за свою прошлую жизнь, за то, как они добирались до Алдана всей семьей, как она работала, как непросто было. О детях поговорим ее, о внуках. Всегда есть о чем поговорить, вспомнить, за 100 лет есть что бабушке. Весь век я в работе. 7 часов я уже на работе, как часовой. По паям ухожу. Начальник придет, я уже все ему докладываю. Все уже узнала, что за сутки произошло, что случилось. Ольга Стрикова стала 3-й в истории Алданского района, кто перешагнул вековую жизненную черту. Разменяв 2-ю сотню лет, юбилярша не жалуется на жизнь, потому что знает, все приходит и уходит. Главное, чтобы помнили. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Цирковое шоу от итальянской династии представят жителям и гостям Якутска. Воздушных гимнастов, зрелищные трюки якутяне смогут увидеть с 20 июля по 18 августа. Все это не считая главных героев, величественных слонов и тигров. Все бы ничего, но жители Якутии стали собирать подписи против цирка с участием диких животных. По улицам слона водили. Действительно, видео прогулки с диковинными животными в Якутске разлетелось в минувшие выходные по соцсетям.
Прогулка со слонами вызвала реакцию и со стороны защитников прав животных. Так, петицию на запрет цирков с участием диких зверей в республике уже подписали более 2000 якутян. Оказаться в цирке для животного – это значит навеки потерять свободу. 95% проводить в одиночестве в тесной клетке, говорится в петиции. Жалко, аж сердце сжимается. Почему люди решили, что имеют на это право? Деньги для вас важнее. Но не забывайте про карму, комментируют пользователи. Несмотря на сбор подписей, репетиции уже идут полным ходом. К нападкам со стороны защитников животных в цирке относятся с пониманием. Я считаю, что нужно бороться абсолютно с другими силами. Бороться за то, чтобы сохраняли природу, за то, чтобы не убивали редких животных, за то, чтобы не ели дельфинов. Вот за это надо бороться. А то, что люди работают с животными, как с коллегами, я считаю, этим заниматься не нужно. Единственное, что нужно выявлять какие-то факты жестокого обращения. Ведь если родители бьют, еще раз, детей дома, никто же не запрещает детей заводить, правильно? Дрессировщики, братья Давио и Карадо Тони, они представители старейшей итальянской цирковой династии, которая работает на цирковой арене более 150 лет. Цирк – это мой мир, моя жизнь. Я почти родился и живу с моими животными. Теперь и Россия – мой дом. В Якутске такое шоу впервые. В составе артисты из 5 стран и животные из 5 континентов. Они приехали в столицу по специальному приглашению, как подарок к 25-летию бриллиантового цирка Якутии. Никто не поспорит, что за этим шоу стоит огромный труд. Дорога сложнейшая. Каждые 3 часа остановка, чистка, кормление, вода, просто проветривание, проверяешь состояние животных. Классический профессиональный цирк – это не только акробаты и клоуны, но и дрессированные животные. Впервые представления с участием зверей начали даваться в цирках с конца 19 века. Как правило, главным украшением любой арены были и есть слоны. Уникальный шанс увидеть этих умных животных в работе появился и у якутян. Впрочем, идти или не идти на представление – решение каждого человека. Елизавета Васильева, Андрей Мухоплев, Якутск. Такими событиями нам запомнится этот день. Я на этом с вами прощаюсь. Удачного вечера.